Танцевальные и восточные, студия вокала, кройка и шитье, веселые петельки из-за студия, секции туризма, скалолазания, дзюдо. В обновленном Центре творчества имени Генриха Корчевского жизнь кипит в каждом кабинете. В 33 кружках больше 1200 детей от 5 до 18. После каникул дети с новыми силами, что называется, рвутся в бой. Так, проверила. Все пальцы на месте. Поехали. Так, сейчас я ему навалю. Старейшее в городе многопрофильное учреждение дополнительного образования. Первым директором был Генрих Корчевский. По его инициативе в 60-е в Ухте и было начато строительство уникального на тот момент центра со специальными ваннами для испытания суда и авиамоделей и даже планетарием. Но до наших дней здание не дожило бы, если б не социальный партнер республики. Храм творчества был на грани развала. В таких случаях, говорят, построить легче новое. Но «Газпром» не отступил. Сегодня и не подумаешь, что Центру творчества в этом году 70 лет. Мы продолжаем ремонтировать межтерриториальный родильный дом, вы знаете об этом. Продолжаем работать на грязелечебнице Ухтинской. Ну а дальнейшие планы будут зависеть от наших производственных планов, в том числе. Вот, я надеюсь, что не за горами строительство очередных ниток газопроводов, и очень надеемся, что будет также принято решение о новом соглашении. Конкурсу выставки «Туристический лагерь Карахаль» под крылом центра самый популярный в городе и регионе события. Юные журналисты выпускают первую в городе молодежную газету «Остров». В ближайшей перспективе детская телестудия. Только в прошлом году воспитанники завоевали 439 призовых мест. Выпускники успешно учатся в специализированных вузах. Выходец вокальной студии «Юность» Юлия Самойлова, финалист телевизионного проекта «Фактора» и участница конкурса «Евровидение». С 2017-го центр вошел в состав РДШ. Работает местное отделение общественного движения «Юнармия». Это все в целом наше будущее. Это дети, которые точно совершенно будут украшением нашего общества, нашей республики, нашей России. Столетие республики продолжается. И вот такие вот не просто подарки, а вложения в будущее, в перспективу, они тоже нам дарятся и «Газпромом». И сегодня у нас еще будет один подарок, да, мы дальше пойдем. «Транснефть» нам тоже очередной подарок к столетию приготовила. Ну и сегодня уникальный день, удивительный день. Мы ничего не подгадывали, так получилось. Вот, сегодня праздник профессиональный работников нефтяной и газовой промышленности. В рамках соглашения о сотрудничестве с правительством Коми «Газпром» не только обновил до неузнаваемости зданий, но и прилегающую территорию. Не узнать здание, да, какое оно было раньше, какое сейчас. Очень прям все для людей. Спасибо большое. В День нефтяной и газовой промышленности торжественно открыли и спортивный комплекс «Нефтяник». Он был построен в 1961 году. Этот капитальный ремонт первый в его истории. С инициативой выступило предприятие «Транснефть-Север». В 2018-м начались проектно-изыскательские работы. К столетию региона завершили строительно-монтажные. Дополнительный бонус – полное оснащение спортивным оборудованием. Подтягиваться, поджиматься, спину, все закрепить. В спорткомплексе «Нефтяник» проходят городские, республиканские и межрегиональные соревнования. Работают отделения спортшкол, бокса, борьбы, футбола, волейбола, баскетбола и хоккея. В секциях занимаются не только профессионалы, но и спортсмены-любители. Владимир Уйба впечатлился увиденным и сам впечатлил окружающих физической формой. Еще один центр притяжения, на этот раз экологический, Параськины озера. Заказник площадью 17 тысяч гектаров. Это теперь 4-я в Коми особо охраняемая природная территория федерального значения. К этому месту население давно неравнодушно, но экологическая культура оставляла желать лучшего. Здесь не просто мусорили, в уникальных карстовых озерах местные жители могли помыть машину. Мы здесь КАМАЗами вывозили мусор, КАМАЗами. Вот, подхожу, не рубите вы, не рубите, она гореть не будет. Рубят, оставляют костры, ставят сети, неимоверное количество. Галина Дмитриевна – одна из тех, кто сделал немало для сохранения этого места. Она внучатая племянница той самой Парасковьи, в честь которой названы озера. Парасковья с мужем Федором пришли сюда еще до войны, поселились в лесу и работали в заготовительной конторе.
В 1989 году был создан памятник природы регионального значения, наш республиканский. И к нам в министерство много раз поступали предложения развить эту территорию, потому что это не только эталон вот средней тайги, но это такое сказочное место, которое пригодно и для развития туризма и рекреации. Объект попал в национальный проект «Экология». Подключился не только региональный и федеральный Минприроды, а также градообразующие предприятия Ухты. На территории заказника оборудована экологическая тропа. Глава Коми, депутаты стали первопроходцами. Автостоянка, арт-объекты, беседки и скамьи, входная арка – это лишь первый этап. В планах обустроить рыбоводное хозяйство и подвесной мост через реку Тобысь. Параскины озера – теперь филиал Печора-Илычского биосферного заповедника. Официальный статус позволит сохранить природный комплекс, создать условия для развития туризма и экологического просвещения. Идея в том, что показать красоту, которая не где-то Мань-Пупуньор, куда надо, или там Монорак, куда надо лететь, на вертолетах, на самолетах, еще там плыть как-то, ехать. А это у тебя под боком, и это настолько, тем не менее, уникально. Вот мы сейчас прошли, вы же видите, что начиная от и озер, которые имеют там совершенно уникальную структуру воды, да, цвета, чистоты, растения, которые сплошь, вот весь планшет, все растения в Красной книге, да, там животные. Вблизи от заказника поселок Боровой. Здесь глава Коми посетил соцобъект и встретился с населением. Боровой начал развиваться в середине прошлого века как леспромхоз. Строились дома, школа. В 1973-м возвели кирпичный дом культуры. Со временем здание обветшало. Реконструкцию 2 года назад начали газовики, продолжили городские власти. Уже заменили кровлю и входную группу. В этом году работы продолжаются. Подвал, холл, танцевальный зал, фасад здания, несущие конструкции инженерной системы, обновление глобальное. За счет городского бюджета отремонтировали библиотеку, прихорошили зрительный зал. Благодаря проекту «Культура малой Родины» в зале новый звук, свет, кресла, одежда сцены. Вот такой зал, мне кажется, многие залы городские могут позавидовать. Сейчас в Боровом проживают чуть больше 1000 человек. На встречу с главой люди пожаловались на разбитые лесовозами дороги. По поселку большегрузы ездить не должны, отметил Владимир Уйба. И эта проблема решаема. Кроме того, лесозаготовителям придется бережно подходить к использованию дорог. У нас подход такой. С 2022 года требование к любому вывозу леса следующее. Либо ты строишь лесовозную дорогу и по лесовозной дороге идешь, либо ты участвуешь в соцпартнерстве, потому что у них подход такой. А мы заплатили налог дорожный, и вот из налога дорожного бери. А соотношение следующее. Разбивают они на 100 рублей, а платят 1 копейку. Даже не рубль, а копейку. Вопрос о ремонте подняла директор местной школы. Зданию 30 лет. В декабре 19-го обновили крышу. Следующий вопрос – это окна. Окна, конечно, это сильнейшая боль. Учреждение рассчитано на 400 детей, а учатся 67. Но это не повод оставлять школу без внимания. В Коми вдвое увеличили финансирование на обновление образовательных учреждений. Кроме того, с 2022 года стартует федеральная программа по капитальному ремонту школ. Вот у нас 1 100 000 000 в этом году получился вместо 300, который у нас был в позапрошлом году, да? В прошлом, вернее. Ежегодно сегодня объем денег на капремонты увеличился в 2 раза и будем поднимать. Плюс вот этот вот, мы же снимем с себя нагрузку, вот эти капитальные ремонты школ по России, которые президент взял на себя. Мы же эти деньги, которые бы ушли на капитальный ремонт, мы же их перераспределим на внутренний, что называется, рынок, да? И нам сегодня ведь важно не просто отремонтировать, привести в соответствующее состояние. Нам очень важно, чтобы эти условия стандарту соответствовали. Поэтому будет федеральная программа, рассчитанная на несколько лет, с тем, чтобы все наши школы как раз оснастить соответствующим оборудованием, методическим, лабораторным и так далее, с тем, чтобы условия соответствовали. Еще одна встреча с людьми в самой Ухте. Глава Коми дал ряд поручений правительству региона по решению озвученных вопросов по строительству соцобъектов, переселению из ветхого жилья, газификации района. Ольга Коняева, Виктория Науменко, телеканал Юрган.